В начале февраля прошло совещание под руководством президента России Владимира Путина, на котором обсуждали развитие химической промышленности. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Ильшат Теляшев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой нефтяного университета. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ильшат Гумерович, мы с вами будем обсуждать тему о развитии химической промышленности. Но, наверное, здесь можно говорить не только о развитии промышленности, а о богатстве страны, но при этом у нас, может быть, не всегда есть переработка производства. Вот какие бы вы здесь наметили вопросы? Во-первых, эта тема касается каждого, потому что у нас нет ни одного человека, на ком не было бы изделий, связанных с химической промышленностью. И это наша одежда, это наша техника, которая дома, мебель и так далее. Везде есть обязательно изделия, которые относятся к химической промышленности. Ну и не зря глава государства сказал, что у нас сегодня выпускаются тысячи наименований разнообразной продукции на химической основе. Поэтому это крайне важно для нас. Второе, есть еще один интересный момент, на который обратил внимание как раз глава государства, что у нас есть прекрасная сырьевая база, у нас есть ресурсы, и сейчас крайняя необходимость в появлении большого пула технологий для того, чтобы мы высокотехнологично перерабатывали это сырье и получали вот те самые сотни, тысячи наименований химической продукции, из которой потом будут сделаны десятки тысяч изделий. Вот это крайне важно. Ведь у нас был период еще в советское время, когда мы производили огромное количество продукции. Когда были предприятия Химпрома, например, и многие другие, которые благополучно в 90-е годы были закрыты. Увы. И мы потеряли огромное количество продуктов, которые начали закупать из-за рубежа. Но сегодня эта ситуация заканчивается, и вопрос касается именно суверенитета страны. Есть целый ряд продуктов, которые нужны и в оборонной отрасли, и в медицине, и на стратегических объектах. Ситуацию помните с элементами крыльевых оперений и хвостов наших самолетов, когда вдруг нам отказали американцы и японцы в поставках композитных материалов. Все. Что делать? Вывод такой продукции на использование, это занимает обычным порядком 5-7 лет от разработок до выпуска. Удалось в этот раз за год справиться структурам и Росатома, и Минпромторга России это сделать. Эта позиция о технологиях, она крайне важна. Мы не видели всего совещания. Обратили внимание, что только вступительная речь главы государства транслировалась. Дальше совещание шло с закрытыми дверями, потому что это очень болезненная тема, которая касается и обороноспособности, и стратегии, и всего остального. Ильшат Гумерович, в этом контексте, естественно, не могу не спросить про роль Республики Башкортостан. Какие у нас есть наработки в этом плане? Республика, она всегда была центром нефтепереработки, газопереработки, химии, нефтехимии. И она такой и остается. Это колоссальные объекты, которые сегодня входят в структуры Башнефти, Роснефти, в структуры Газпрома. И другие структуры, некоторые из которых были представлены на совещании у главы государства. То есть у нас и есть наработки, колоссальные мощности, но и колоссальный потенциал. И что немаловажно, у нас сохранились очень сильные научные школы. Научные школы не только академические или вузовские, но в первую очередь научные школы, которые относятся именно к отраслевой науке, которые знают, как реализовывать технологии в промышленности, они знают, что нужно промышленности. Это крайне важно. Поэтому роль нашего региона, Башкортостана, в этой новой тематике, которая определена главой государства, особенно национальный проект «Химия нового материала», крайне важна. Вы сказали о том, что нам удалось сохранить научные центры, что у нас есть, и я полагаю, что у нас и есть и наработки. А всегда ли научные наработки реализуются на практике? Насколько это сейчас сложно? Выход ученых на практику это всегда была проблемой, особенно для академических ученых, вузовских ученых, и поэтому придумывали разнообразные способы, трансфер технологий, еще что-нибудь, какие-то вещи. На самом деле, когда есть отраслевые институты или отраслевые центры научной инжиниринговые, они эту функцию и выполняют. То есть они берут разработки фундаментального характера, доводят их до товарного вида, который уже понятен производственникам,
И есть все основные аргументы, которые доказывают бизнесу, что эти новые технологии помогут ему работать лучше, качественнее, выпускать больше продукции, с меньшим воздействием на окружающую среду и с меньшими затратами. Это бизнесу понятно. Но довести свою научную разработку до этого товарного вида далеко не каждый может. Это только, еще раз говорю, отраслевые научные центры. Вот как наш отраслевой институт, в котором я много лет работал, это институт нефтехимической переработки, там именно этим и занимались. Что можно еще сделать в этом направлении для того, чтобы вот научные разработки дошли? К тому же у нас в республике вроде бы и кампус работает, и научно-образовательный центр есть, и как-то и кадровый вопрос тоже решается. Теперь с производственниками налаживают именно связи, да, вот хотя бы с УМПО взять. Я понимаю, что, может быть, это другая ниша, но тем не менее. Ну, интеграция или вот работа по интегрированию науки, образования, производства, она была всегда у нас в республике. В свое время мы создавали разнообразные кластеры. Это была кластерная политика, это был первый маленький кластер молотонажной химии. Кстати, о чем говорил Путин в своем слове, что сейчас крайне важно малое и среднетоннажное производство, которое есть. Мы это сделали. Мы создали в свое время самый крупный в России территориальный нефтехимический кластер, который в течение 3 лет был кластером номер 1 из более чем 100, по формальным даже параметрам. То есть у нас эти заделы есть. В свое время республика выиграла несколько крупных грантов на создание центра коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию в области нефтехимии, центр прототипирования в области нефтехимии, инжиниринговый кластер, центр территориального кластера. И федеральные структуры выделили довольно серьезные деньги. В частности, где-то примерно на 1,5 миллиарда было закуплено высокотехнологичное уникальное оборудование. Как раз это был 2014-2015 год, и мы успели до санкций купить эти уникальные приборы. Они есть, этот набор приборов. Хоть прошло уже больше 12 лет, но тем не менее актуальность этого оборудования сегодня сохраняется. И важно, чтобы это оборудование, которое принадлежит республике сегодня, было использовано правильно, чтобы оно на этом витке помогало нам совершать новые достижения вот как раз для химической отрасли. И плюс к этому у нас есть специализированные площадки территории. Ну, в частности, вот это оборудование в основном стоит в лабораториях территориального имущественного комплекса Института нефтехимической переработки, который сегодня является частной структурой, но тем не менее. Вот эта территория, она может благополучно быть использована как центр развития. И вот эта площадка, она для этого приспособлена. И сегодня есть все шансы, это оборудование, которое стоит, это приборы, это пилотные установки, они стоят в этих лабораториях, и вот эту территорию собрать снова, эти активы, они сегодня фактически государственные, и дальше придать им новую жизнь. Вот эту работу мы сегодня ведем вместе с правительством республики, поскольку при встрече с Радием Фаридовичем, еще это летом было, он сказал, что да, вот такая тема, она поддерживается, найдите еще партнеров, которые готовы паритетно вложиться, деньгами вложиться, и мы, чтобы создали вот новый центр на базе этих наших республиканских активов. Вот сейчас мы этим и занимаемся. Это крайне важно сегодня, чтобы сейчас, когда структура под названием Институт нефтехимической переработки, у нее очень трудные времена, идет процедура банкротства, чтобы на этом мы не потеряли вот это вот зерно основное, чтобы мы не выплеснули ребенка, чтобы это не было разбазарено, чтобы это было использовано. И понимание и у главы региона, и у правительства есть. Мы сейчас эту работу вместе ведем. Я считаю, что вот в ближайшие несколько месяцев мы этот вопрос организационно решим, и тогда мы сможем снова сделать то, что мы сделали несколько лет назад. То есть воссоздать инжиниринговый центр, научный центр мирового уровня на нашей территории. Плюс к этому на эту площадку, на это оборудование получат доступ обязательно исследователи вузов, студенты, особенно старшекурсники. Здесь же мы сможем соединить в единую сетевую структуру. Это и академические институты сегодня, которые есть в Академии наук Башкортостана, в филиале Академии наук России. И это вот будет вещь, которая позволит без лишних затрат, используя только сетевое взаимодействие, получить совершенно новые результаты. Когда вузовские преподаватели смогут заниматься реальными научными исследованиями, исследователи смогут заниматься преподаванием, обучать студентов. Вот это крайне важно. И у нас на сегодня самые лучшие стартовые позиции во всей России. Таких стартовых позиций нет ни у кого, ни у одного региона.
И даже то оборудование, которое сегодня, казалось бы, уже прошло там 11-12 лет, оно сегодня является абсолютной ценностью. Ни у кого нет такого набора оборудования. Условно говорим, есть самолет. У кого-то есть крыло, у кого-то есть хвост, у кого-то колеса, а самолета нет. А у нас полноценный самолет, который может полететь. Только надо его заправить топливом, нажать кнопку «Старт» и все. И он побежит. Но для этого надо, чтобы этот самолет сохранился в одних руках нашего государства и чтобы мы его правильно использовали. Ну, я так понимаю, что нужно топливо, а топливо должны предоставить инвесторы. Конечно, заинтересованные инвесторы есть, профильные, те, которые понимают, что наука и инжиниринг при правильной организации работы могут быть высокоприбыльными, что мы в свое время и доказали в институте. Вот в эти трудные 90-е и далее годы мы ведь из ничего создали крупнейший научно-исследовательский центр нашей страны, который входил в число крупнейших налогоплательщиков республики. Мы только налогов платили ежегодно 250-270 миллионов, и там работало около 1000 человек в этом институте. И сегодня мы можем это все сделать. Окно возможностей, благодаря санкциям, сегодня открыто широко-широко. То есть сегодня у нас нет жесткой конкуренции с европейскими, американскими компаниями по технологиям. Вот, пожалуйста, вперед. Если у вас есть разработки, господа ученые, которые жалуются, что их производство не любят, приходите, будем вместе это делать. Мы знаем как. Сколько на это, как по-вашему, идет времени для того, чтобы вот эти наработки довести до производства? А времени у нас нет, я так понимаю? Наработки, чтобы довести до производства, я вам рассказал пример по поводу вот элементов из композитных материалов для нашего перспективного самолета. Вот, год понадобился, чтобы провести исследования и уже запустить, и уже использовать на готовом самолете. Не так просто, нужно получить все разрешения допуска. То есть мы можем это делать быстро, и такой опыт есть. И вот это оборудование, площадка позволяет делать быстро. Но решая организационные моменты и вопросы, на мой взгляд, понадобится где-то год для того, чтобы организацию создать, наполнить ее людьми, специалистами и начать активно работать, и еще год, чтобы мы уже вышли на самоокупаемость и уже выдавали готовый результат промышленности, который у нас бы покупал бизнес. 2 года. Это не слишком много, когда вот сейчас уже санкции здесь и сейчас? Нет, это немного. Дело в том, что есть целый ряд технологий, которые уже используются, но в частности по нефтепереработке, технологии, разработанные у нас в Башкортостане, они покрывают примерно 80 и более процентов потребностей нефтеперерабатывающих компаний. И их можно хоть сегодня сразу внедрять, реализовывать, причем большая часть из них уже использована. Вот могу сказать, что только за моей спиной больше 150 построенных и отреконструированных объектов нефтепереработки. Это по тем изобретениям, в которых я принимал участие. И эти специалисты есть, эти решения есть, поэтому можно начать сразу. А вот новые технологии следующего уровня, следующего шага, следующего поколения, на них нужно определенное время. Но уже не 5-7 лет, а год-полтора, не больше. Ильшат Гумерович, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Я понимаю, что нашего эфирного времени нам не хватило. Эта тема гораздо глубже и интереснее. Но я надеюсь, что мы еще не раз с вами встретимся и обсудим. Уже, может быть, когда будут сделаны первые шаги. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Интервью». На наши вопросы отвечал Ильшат Теляшев, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Уфимского государственного нефтяного университета. Я Роза Хабибуллина. Спасибо, что были с нами.